Библиотека при канцелярии Оренбургского и Самарского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского – это уникальное явление не только в истории библиотечного дела Оренбуржья, но и в контексте всей российской истории. Инициатором создания первой научной библиотеки в Оренбурге был Василий Алексеевич Перовский. Очень интересна судьба этого человека. Окончив курс Московского государственного пансиона, он поступил в школу колонновожатых, которую с блеском закончил и вышел оттуда в чине прапорщика. Он участвовал в Отечественной войне 1812 года, был ранен под Бородино, захвачен французами в плен, которые увезли его в Париж. И только когда русские войска освободили этот город, в Россию вернулся и Василий Алексеевич Перовский. Он сделал блестящую военную карьеру. И одновременно в этом человеке сочеталось как умение и стремление быть чиновником высокого ранга, так и либеральные взгляды. Василий Алексеевич Перовский был знаком и дружил с известными учеными Жуковским, Карамзиным. Именно к нему приезжал Александр Сергеевич Пушкин в 1833 году, когда собирал материал по истории Пугачевского бунта. Именно время Перовского называют «золотым веком Оренбургского края». Василий Алексеевич Перовский был назначен в Оренбургский край в должность генерал-губернатора дважды. Это в 30-е годы и в 50-е годы. И вот в свой приезд в 1851 году он пригласил с собой чиновника из Министерства внутренних дел. Им был Василий Васильевич Григорьев. Василий Васильевич, интересующийся Востоком, с радостью принял это предложение, потому что он понимал, что Оренбургский край, пересечение Европы и Азии – это центр политической и культурной жизни, которая соединяет народы России и Восток. Он с радостью принял это приглашение. Сначала он трудился на должности чиновника по особым поручениям, а затем в должности председателя пограничной комиссии. Именно эти два человека задумывали и создали библиотеку. По поручению Василия Алексеевича Перовского Григорьев в 1853 году отправился в долгую поездку в Москву и Петербург с целью закупки книг для библиотеки. Генерал-губернатор Перовский выделил ему на эти цели 1000 рублей серебром. В этой поездке, которая продолжалась около полугода, Григорьев закупил книги для библиотеки. Среди этих изданий значатся такие, как «Путешествие по разным провинциям России» Симона Палласа, описание киргиз-кайсацких степей Левшина, труды Лепехина и Версмана. Среди этих изданий было и произведение Александра Сергеевича Пушкина «История Пугачевского бунта». Библиотека с самого начала задумывалась как научная, краеведческая. Такой она и становилась по мере накопления ее фондов. Необходимо сказать, что из поездки Василий Васильевич привез еще и дары, которые предоставили ему Вольное экономическое общество, Академия наук и ряд других научных организаций. Библиотека росла, были осуществлены дары, пожертвования для нее.
Первым из дарителей был сам Василий Васильевич Григорьев, который преподнес библиотеке, так сказать, на зубок книги по истории, этнографии, культуре, которые хранились в его личной библиотеке. Но самый большой, самый значимый вклад сделал сам губернатор. Василий Алексеевич подарил библиотеке адрес-календари по Оренбургской губернии, материалы по статистическому и этнографическому описанию. То есть в библиотеке целенаправленно собирались книги по истории, культуре, этнографии народов как Оренбургского края, так и народов Средней Азии и губерний, которые окружали Оренбургский край. Библиотека росла, пополнялась. Среди книг, подаренных тем же Перовским, было подарено и художественное произведение. Это были записки ружейного охотника Сергея Тимофеевича Аксакова. И уже к 1856 году библиотека насчитывала 686 томов. Это было достаточно солидное издание, поэтому Василий Алексеевич Перовский обратился с просьбой в Министерство внутренних дел с тем, чтобы данной библиотеке присвоили официальный статус. И действительно, в этом же году, в 1856, было получено подтверждение, то есть дан положительный ответ о том, что библиотека получает официальный статус, состоявший при канцелярии Оренбургского и Самарского генерал-губернатора Василия Алексеевича Перовского. То есть, начиная с 1953 года, когда Василий Васильевич Григорьев привез 102 тома, и было некоторое количество экземпляров, их было 211, а также рукописи, библиотека за несколько лет выросла до такого размера. И надо сказать, что в этом положении, которое давала библиотеке официальный статус, было указано условия работы библиотеки, а главное, была указана цель ее создания. Конечно, это была библиотека ограниченного пользования, она не была общедоступной, она предназначалась в основном для офицеров, чиновников, которые занимались устройством, изучением Оренбургского края. В этом положении был указан и порядок работы библиотеки. Надо сказать, что в библиотеке, попечителем которой был Василий Васильевич Григорьев, правила были установлены достаточно строгие. Книги выдавались только с разрешения попечителя. А если кто-то пожелал бы взять какую-то литературу и увезти ее с собой, требовалось особое разрешение Василия Алексеевича Перовского. В Государственном архиве Оренбургской области имеется достаточно много документов, которые свидетельствуют о деятельности библиотеки. И вот один из документов гласит о том, что офицер, исследователь, штабс-капитан Антипов написал прошение о том, чтобы взять книги и увезти их в другой город. Он изучал залежи самородной серы, на что Перовский наложил резолюцию на это прошение – отказать. Таким образом, наверное, библиотека могла сохранить свои фонды. Кроме Василия Васильевича Григорьева, который был одновременно и попечителем этой библиотеки, и занимался комплектованием ее фондов, в библиотеке был и библиотекарь. Это был польский ссыльный революционер, писатель, художник Бронислав Залесский, который, кстати, дружил с Тарасом Шевченко. И Тарас Шевченко, когда его приговорили к ссылке, он написал своим друзьям
польским революционерам, в том числе и Залесскому, написал и выразил просьбу о том, чтобы он был назначен библиотекарем. Но мы знаем, что вслед за прибытием Шевченко в Оренбург, вслед ему был послан царский указ о том, что Шевченко припровождается затем в Орскую крепость без права писать и рисовать. Поэтому, конечно, никакой речи о том, чтобы работать при канцелярии генерал-губернатора, речи не шло. И Григорьев, и Залесский держали библиотеку в образцовом порядке. Они составляли каталоги, они вели переписку с научными обществами, другими учреждениями с просьбой прислать издания, которые те выпускали. Кроме того, на библиотеку Василий Алексеевич Перовский выделял ежегодно сумму в 150 рублей. И это были достаточно большие деньги для того, чтобы иметь издания, выходившие. Их, кстати, было не очень много. Это, давайте вспомним, что это была вторая половина XIX века, поэтому и Григорьев, и Залесский могли получать все необходимые и нужные им издания. После отъезда Перовского из Оренбурга, когда на смену ему пришел другой генерал-губернатор, это был Катенин, он продолжил дело своего предшественника. То есть он также выделял деньги на пополнение библиотеки. И смена губернатора, а на смену Катенину пришел Безак, в общем-то, никак не сказалась на деятельности библиотеки, за исключением того, что библиотека перестала пополняться, то есть она сохранилась. Она сохранила свои фонды, просто не было новых поступлений. У Василия Васильевича Григорьева не сложились отношения с Безаком, и вскоре он уехал в Петербург, где он трудился в Академии наук, стал известным ученым, востоковедом. И материалы, которые он выпускал, которые он писал, все они были основаны на тех исследованиях, на тех наблюдениях, которые он проводил, будучи на должности председателя пограничной комиссии. Дореволюционный историк Веселовский писал о том, что Василий Васильевич Григорьев был душой этой библиотеки. Именно при его активном, непосредственном участии она состоялась, она могла развиваться. И после того, пишет Веселовский, как он уехал, дело затормозилось, и даже он пишет, что библиотека была почти вся разворована. Но мы можем говорить о том, что библиотека, часть ее, она сохранилась. И если в конце XIX, начале XX веков ею пользовался лишь ограниченный, узкий круг чиновников, офицеров, исследователей, ученых, которые приезжали в составе экспедиций, изучавших Оренбургский край, то впоследствии часть ее перешла в библиотеку Русского географического общества. В настоящее время следует сказать, что часть библиотеки, а именно 50 томов, находятся в фондах, в редком фонде областной универсальной научной библиотеки имени Крупской. Все они отличны от других книг, потому что на них они помечены, на них имеется круглая гербовая печать, по ободу которой написано «Библиотека, состоявшая при Оренбургском и Самарском генерал-губернаторе Перовском». И, конечно же, это книги по истории, этнографии Оренбургского края, которые доступны всем желающим оренбуржцам и гостям нашей области.